Ну, уважаемые друзья-коллеги, сегодня у нас завершающая передача, посвященная к экспедиции 300-летию первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга между Якутском и Охотском, которая состоялась в марте-апреле 2024 года. Сегодня 31 марта. Сейчас встали на старый автозимник в направлении Китанда. Осталось до Китанды 30 километров. Там 120 до Арки, 110 до Арки и от Арки до Охотска 110 километров. Сегодня погода получше. Вчера целый день шел снег. Записки. Записки делаем. Путевые. 7-й день. В пути 31 марта. Проснулись все в 6 утра. Ну и сейчас у всех полная решимость идти оставшиеся 260 километров. Командир говорит, что техника в исправности. Все живы, здоровы. В путь. Понял. Вообще подъем с правой стороны от вас метров 20-30. В декабре состоится начало старта этой экспедиции. Этого года, 2024 года, как раз будет 300 лет первой экспедиции, первой Камчатской экспедиции, в которой участвовал Витус Беринг. И хотя не удалось его участникам увидеть как раз берега Америки, к сожалению, ввиду вот таких объективных природных условий, в частности тумана, сильного ветра, участники экспедиции не увидели. Поэтому этот результат был получен в результате второй уже Камчатской экспедиции, которая стартовала в 30-е годы. Витус Беринг здесь 2 раза был. Первая Камчатская экспедиция, когда они прошли, узнали про этот Берингов пролив-то, что не соединяется там Америка с Азией. Он прошел, вернулся. Но они выходили из Нижнекамчатского острога. Там был Нижнекамчатский острог. Вот там они построили своего святого Гавриила. Коч назывался он. То есть небольшое парусное судно такое, не очень большое. У него был помощником именно Чириков Алексей. Они прошли, потом завернулись, пошли в обратную сторону. Опять зимовали в Нижнекамчатском остроге. И на следующий год, в 1729, они пошли, обогнули Камчатку и пошли на Охотск. Вот первый раз, когда был в Охотске. Из Охотска уже вместе с Чириковым они по сухопутному тракту поехали в Петербург докладывать. А вот уже вторая Камчатская экспедиция, это уже целенаправленно, она, кстати, по инициативе самого Беринга была организована, они уже именно для обследования американских берегов. И она сегодня уже по своим масштабам, даже сегодня, восхищает современников ученых. Более 1000 человек участвовало, студенты, ученые, будущие академики, специалисты по астрономии, по изучению этнографии народов, по лекарствам, травы собирали, были созданы уникальные коллекции. И сегодня даже ученые изучают результаты великой экспедиции Витуса Беринга. И, конечно, нам предстоит еще много и научных исследований, и экспедиций. Как известно, Георгий Дмитриевич и организатор экспедиции не так давно на отечественной технике и в целях ее испытания, и в целях пропаганды как раз истории освоения, не так давно была экспедиция, которая стартовала в городе Якутске, а финишировала в Охотске. И экспедиция встречалась там с населением на территории нескольких регионов и рассказывала о истории освоения Дальнего Востока. Эту практику дальше, видимо, нужно также продолжать.
говорил, 2 человека живет, но я так понял, что в новой Кетанге, это же старая Кетанга. Значит, старый живет. Дома законсервированные стоят, забитые окна, двери. Подходит к завершению нашей экспедиции. Мы прошли более 1100 километров. Остались у нас впереди Арка, поселок, и Охотск приезжаем. Вообще неописуемые красоты, белоснежные поля, горы красивые. Наш проводник Алексей Афанасьевич Слепцов вел уверенно по бездорожью, по тем местам, где проходил Витус Беринг. И наши водители, которые ведут 2 бурлака, представители Министерства чрезвычайных ситуаций и завода-изготовителя этих бурлаков, очень хорошо работали. Мы преодолели очень сложные преграды, перевалы, различные водные преграды. Для нас было очень волнительно преодолевать столь большое расстояние, которое проходили первопроходцы. Вот сейчас мы находимся в реке Арка, которая впадает в ту же речку Охота, которая дал имя Охотску. Арка вперед, острие. Большая река, маленькая река, острие делает. Все, Арка. Арка. Река, раз, Охота и Ахачкан, острие. Это был как острое копья, да? Получается? Ну, как бы копья. Конечно, мы нарушили все наши графики, которые мы создавали до этого. Мы здесь сегодня должны были работать в Охотске. Отсюда около 50 километров до поселка Арка, который мы сегодня должны достичь. С Арки до Охотска от 100 до 120 километров, но там будет уже нормальная зимняя дорога. Нас хорошо и радушно встретили в поселке Арка. Дважды мы там побывали, когда выезжали на Охотск, там заночевали, и на обратном пути тоже команда полный день поработала, встретившись с населением, со школьниками и так далее. Наше село Арка находится на самом севере Хабаровского края. То есть это самый северный отдаленный поселок, который находится в прекрасном живописном месте, междуречье между 2 горными реками Охота и Агатькан, между, можно сказать, таком кольце, состоящем из хребтов. Оно находится между горами. То есть некоторые ее любовно называют «наша маленькая Швейцария». Даже проживают очень продвинутые люди, очень яркие, открытые. Проживают в большинстве своем коренное население и вены, и русские. Причем наш поселок, наверное, один из самых древних в Хабаровском крае. В записках путешественников оно появилось, наверное, около 16-17 века, когда было освоение Дальнего Востока. Вот. Но я думаю, что в любом случае наши предки находились там и ранее. В селе Арка, в селе Иня у нас были пионерские лагеря. Арка находится 120 километров от Охотска, от побережья. Там климат совершенно другой. Там минус 50 и плюс 45. Там наши дети охотские оздоравливались. И здесь у нас вполне можно было купить и шапку из оленьей шкуры, можно было купить сапоги из оленьей шкуры. И практически у нас до 90-х годов можно было носить оленьи торбоза. У нас их здесь шили, местная мастерская. Да. Шили шапки, выделывали разнообразные шкуры, не только оленьи. Можно было заказать и выделать другую шкуру. И была такая прекрасная мастерская. Мен иски хитебаларын быхыттан хиддаган устарын хөктüm барта элинен
Биһиги современный машинканан вышивалкалар бутан бартын иңненнен илилеринен вышивалкалар эбит. Онтукаларын келенлер биһиги ыһыакпытыгар көддөр йохтерен бараллар эбит. Олустарын тукаларыгар эмиэти ыңырыы бара боллар диэн көддөһөллөр. Шөй баайы гостевой дом деген коннубут Наталья Семеновна диэн кахайкалаах. Кини боллагана бу деревнага хамай биллер кихилерден биддестере бит энтузиаст жомбогону муньян община териян кини ис богону мастер богону муньяри делага бит кини ха юртта тугунан кепсетти баарыттан келен биссен киден бардак битне килнерге котутен юрттата туруан хептен или тутустубут. Этот участок, вся площадь, дальневосточный гектар. Дальневосточный гектар дочери Марии Алексеевой. Вот на этом гектаре мы реализовали как бы проект, этнический центр открыли. Вот первое у нас было стойбище летнее. Вот эта маленькая мастерская вот здесь вошло в этот участок. Но пока еще в процессе. Сама я переехала в Якутск в 2018 году. И это случилось очень спонтанно. Потому что в 2017 году я взяла дальневосточный гектар в своем родном селе через дорогу от родительского дома, где задумала реализовать такой глобальный для поселка проект. Это этнический гостиничный комплекс. Строили мы его около 6 лет. Для того, чтобы реализовывать такой масштабный проект, требовалось достаточно много работы, чтобы как-то заниматься его финансированием, потому что проект я реализовывала за счет личных собственных средств. И сюда я переехала работать в якутский филиал Полиметалла. И благодаря этому, наверное, так сложилось, что наш этнокомплекс сейчас есть и уже принимает своих гостей. Место большое, еще строится. Комплекс будет большой. Здесь у нас маленькая мастерская пошивочная. Здесь женщина занимается шитьем, мастерицей. Как бы шьет национальную одежду. Вот сувениры. Уже мы здесь мастерская функционирует уже больше 2. Нет, около 2, обманываю уже. Традиционные национальные шитье одежды, сувенирчики. Тоже шьем, одежду шьем. Вот также и палатки мы прошиваем, брезентовые, таежные. Здесь же бывает в зимний период, когда очень необходимо, женщина занимается выделкой шкуры. Зимние выделки, зимние шкуры. Это у нас чора, большая юрта. Здесь мы храним свои изделия. Так как у нас помещения не хватает, приходится здесь вывешивать все уже готовые вещи, изделия. А эта работа у нас единственная, бабушка-пенсионерка. Вот у нее, смотрите, сколько работы, все сшито из бисера. Смотрите, фартук, да? Из мельчайших деталей. Кубики, ромбики. Смотрите, сколько работы. Все прошито нитками из оленей. Музейдер хыттыбыт этносентрден. Бу булыргы сколаны күттерен кәспеккелер музейкынан тураллары лохучуй хагалаһына бит. Бем терәбит дәревне бер бастагы класска килбит школабын күттерен кәспиттере. Лаханны карыяна бытымда булдыртын баһлыктары лаханны утаракы хок булаты баһарымыттарын. Бу этносентр аны оголору жарыт тулга беретере бит. Даже бирого эвентовын хем биленеребин ол таханын сахалытылы билехпен барабын ден көддөн үертте. Наши жители очень стараются для того, чтобы все это сохранить, поддержать, продвигать и передать следующему поколению эту любовь к своей земле, сохранение традиций, культуры. И многие для этому посвящают свою жизнь. Жители Арки очень с интересом следят за жизнью в Якутии, и их настроение, их подход к тому, чтобы связь была более тесной, более продуктивной, всегда это чувствовалось, и они высказывали это.
Говорили о том, чтобы возобновить авиарейсы Охотск-Якутск, с тем, чтобы с Якутска дальше на какие-то наши центральные города улетать. Гораздо это быстрее и гораздо удобней. Здесь по поселениям у нас транспорт был, самолеты летали Ан-2, регулярно рейсы были. Ну, с Охотска рейс идет в Хабаровск, это через Николаевск на Амуре, это где-то будет около 6 часов с посадкой. А с Якутска рейс 1,5-2 часа, это на самолете Ан-24. Второе, это, конечно же, обучение молодежи в наших учебных заведениях. Здесь, в Якутске, созданы хорошие условия для молодежи. Когда открылся авиамаршрут из Якутска до Охотска, это было около 10 лет назад, многие наши жители воспряли духом и стали поступать в учебные заведения Якутии. Как раз потому, что в Якутии очень развита национальная политика и работа, связанная с этнографией по этому направлению. Многие поступили в Северо-Восточный федеральный университет, в АГИКИ. Но, к сожалению, как-то резко прервалось это авиасообщение, и снова пришлось добираться до Якутска очень длинным путем через Хабаровск, что является очень накладным и по времени, и по средствам, потому что полет Якутска-Охотск составлял около 2 часов. А чтобы добраться до Якутска через Хабаровск, это необходимо из Охотска до Хабаровска пролететь около 4,5 часов, там провести около суток и полететь сюда дальше. В то время это назывались они вроде бы как якутские авиалинии. Стоимость авиабилета была небольшой, там около 5000 рублей. Якутск являлся как транзитом для наших акачан поездок и в центральную Россию. Возможность была большая, чтобы здесь также закупаться, снабжать наш Охотский район продуктами или там какие-то другими жизнеобеспечивающими материалами. И, к сожалению, когда все это прекратилась и эта связь, именно благодаря которой могли бы выучиться значительно большее количество людей, которые посвятили бы жизнь своей культуре, изучению своей истории. Именно небольшая связь между якутскими венами и охотскими венами тоже так немножко уменьшилась, хотя были большие надежды на это. Ну и все-таки старожилы вспоминали работу автозимника. И по автозимнику связь, общение было достаточно емким, хорошим. С приходом дороги всегда идет развитие. Поэтому я думаю, что работа автозимника вот на участке Аллах-Юнь-Арка, она возможна. Но сейчас, может быть, не настолько там много жителей, в основном это оленеводы. Тем не менее, освоение Дальнего Востока, ее богатств проходит. И я думаю, что на этом участке тоже со временем появятся компании, которые будут добывать полезные ископаемые. Считаю, что автозимник нам необходимо делать, и в этом больше, наверное, даже заинтересованы должны быть жители Хабаровского края. Торговались уже, проводили. А вот животных держали, типа коровы там и так далее. Здесь вообще Аллах-Юни здесь. Нет, не помню. Только там, наверное, были. На Анчи все, сюда ближе уже не было, не знаю. В Арке уже в советское время это появилось. Хозяйство держать, да? Ну, как в колхозе. Частные вряд ли. Частных я не помню коров. Ну, может, были уже только после колхоза. Когда колхозы развалились. Даже мама говорила, что они в то время жили лучше. Отец сюда их привез. Это их, наверное. Он говорил, что мы, считаясь бедными, было у нас 50 голов где-то оленей, 5 лошадей, и это мы считаясь бедными. А сейчас, да, а сейчас у нас ничего нет.
Ну, олени-то есть у Алексея, конечно. Основной промысел – это охота, рыболовство, оленеводство и собирательство. То есть как собирательство – это ягоды, дикоросы и так далее. И этот промысел, он один из самых древних. То есть оленеводством тоже до сих пор занимаются наши ребята. К сожалению, это не так поддерживается, так как поддерживается это в Якутии. То есть именно как профессии оленевод наши ребята не имеют. В связи с этим очень многие наши оленеводы перекочевали в северные районы Якутии и ведут свою деятельность там, получают за это зарплату. У нас, к сожалению, оленеводы зарплаты не получают. Кто-то переехал в тот же Усьмайский улус, но они перестали заниматься оленеводством и работают тоже на предприятиях, которые там находятся. Мой двоюродный брат перекочевал в Аймяконский улус, работает там, стойбище Осикат. И остались тоже единицы оленеводов, которые продолжают свое традиционное хозяйство. Поголовье, в отличие от других регионов, где это настолько развито, к сожалению, можно сказать, мала. Но именно благодаря им еще наши территории, наверное, сохраняются, потому что это именно священная Ревенская земля. Именно благодаря вот огромным территориям пастбищам, на которых кочевали сюда и жили наши предки. Лучше звонить, живую разговаривать. Кеһэ койка түйүнгел бары кимдаган киндердеги тыктарым бар баттар биһиде бары бутун багарбак бутунтан утуяр кемкелентан таргастакпыт. Утро 1 апреля. Солнышко нас встретило ласково. День обещает быть хороший. Едем по поселку Арка. Все нормально. Ночью был мелкий ремонт гидравлики. Ну, едем. Дай бог, чтобы было все хорошо. Следующая цель у нас Охотск. И, в принципе, конечная на данном этапе в Охотске пару дней и в обратный путь. Речка Охота. Едем к одноименному поселку. Город Охотск, да? Охотск. Поселку Охотск. Такая своеобразная ледовая переправа. Ограничение массы 20 тонн. Но вот здесь вот есть промоина. Переправляемся. Дальше берегом пойдем. Кстати, ранее Охотское море называлось Ламским, потому что эвенов называли ламутами. Чуть позже его назвали Охотским, потому что в него впадает река Охота, на берегу которого мы и проживаем. А Охота, название происходит от эвенского слова «акат». Именно благодаря этому многие путают само название, что когда читают его на карте и читают его, как видят, охота. На самом деле все мы называем ее Охота. Река Охота является нашей кормилицей. Благодаря тому, что она испокон веков была полна красной рыбы. Из Охотского моря на нерест ежегодно туда поднимается лососевая рыба. Это кита, кижу, чнерка. В основном в рационе у каждого жителя Арки есть красная рыба, красная икра.
вам он тоже понравится. Поэтому добро пожаловать в наш славный Охотск, которому 370 лет. От нашей экспедиции, что она преодолела 1250 километров и прибыла в Охотск. Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! 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 Сахалы Охотской дённорога хәргәтегер. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Вот так вот. Еще. Так. Хорошо, Сыта. Две халланга. Дойду уткена. Охотск был основан в 1647 году Семеном Шелковниковым, который построил первые, так сказать, здания на берегу речки Охоты. И отсюда идет начало нашего поселка. Поселок развивался с годами благодаря тому, что правительство России было заинтересовано заселить вот эти дальневосточные земли, дабы не посягали другие государства на эти территории. Самым таким периодом развития Охотска, его становления, был период Витуса Беринга. Все основные были заложены направления развития, в особенности мореходного дела, промышленности, которое потом способствовало дальнейшему росту и развитию самого населенного пункта, который в итоге превратился в колыбель Тихоокеанского флота. И вот сюда потом пришли, здесь они заготавливали лес, сушили здесь его, потому что сухой лес. Значит, построили два вот этих корабля, Святой Павел, Святой Петр. И в 1940 году они, это из Петербурга они ушли в 1733 году, а в 1940 они построили, уже на построенных этих, вот это вот столько времени заняло у них все. Они уже пошли во вторую Камчатскую экспедицию, вышли. Значит, на двух, Святой Петр и Святой Павел. Кстати, в 1929 году, когда он пошел на Охотск, обогнул Камчатку с этой стороны, с южной оконечности подошел, он как-то вот Мористия взял и прошел эти места, значит, на Камчатке. А во вторую они уже прошли вдоль берега и нашли вот эту вот прекрасную Авачинскую бухту. И вот там он основал маленькое поселение, Беринг. Назвал в честь своих этих судов Петропавловском. Вот Петропавлов сейчас очень большой город. И дальше они пошли, значит, вдоль Алилуйской гряды, вот они открыли, обследовали Кадьяк, потом, значит, на материковую Америку пришли. Они обследовали, но перед этим они попали в шторм большой, и корабли их разбросало. Этот на Петре ушел своим путем, а Чириков на Павле, значит, он пошел своим. И они, в принципе, больше они с Берингом не увиделись, потому что на обратном пути бич тех мореплавателей, всех этих северных, была цинга. Вот началась цинга, и как описывает этот Ваксель, команда полегла, и мы болтались, как кусок дерева по океану. И вот они, значит, потом, они шли в сторону Камчатки, в принципе. Такой неуправляемый был у них, видите, слабо управляемый, можно сказать, рейс. Увидели землю, увидели горы, значит, решили, что это Камчатка. Около рифов они там что-то остановились. Их просто перебросило большими волнами туда, в спокойную воду. Все, дальше они заночевали. Это вот остров, который сейчас называют остров Беринга. И там он, в 1741 году, он там умер. Он там похоронен. Надо ее сфотографировать тоже? Народу показать? Бүгін бұл командор арылары ден Тихоокеан эккаритер каран турабыт, манна бұл Беринг карита ден. Битус Беринг манна сетенне өй га бейте өлен турар. Отуттан тақа кеге манна кепаштан еме өлен туралар. Бұл манна кендер уақтара, кендер бұл уақтарын белелері, памятниктері білеген балалар. Тон бұл бүгін кәлі хаджар сылбы сұрық бүттен манна бұл ұлысырлар солларынан ден серияға кейіне бітен код Берингеден условный атта кейіне төреге ағалаты бұд. Ол күрді бұлырын бе бастықы чағын дойти до края Сибирский континент ден аттан бейін комитетler кейіне ұстан тұра бұд. Білеген болағаны бұл Беринг тұғынан кәпсәмет кенеге
аңардас бу аянидер болбатах, аңардас кини морской капитанер болбатах, кини улахан салаятчы, географ, онна улахан билиңет этинен топ-менеджер болартуунун кепсиектаакпит. Каждый участник экспедиции, когда принимал участие и давал согласие на старт участия в этой экспедиции, он ведь не знал, вернется он или нет. Такие тяжелые были природные условия, низкая была безопасность этой кораблей. Конечно, они могли бы и развалиться, замерзнуть там, очень много таких проблемных моментов, но они выполнили блестяще свою задачу. И хотя Витус Беринг погиб, но он с задачей, поставленной ему и императором, он блестяще справился. И мы должны помнить этих людей поименно, и ученых, и всех тех, кто вложил, и является сегодня частичкой истории по освоению дальневосточных рубежей. Он в декабре 1941 года он умер, а по весне они разобрали тот корабль, который у них был, этот святой Петр, построили бот большой, и человек 40 они до Камчатки все-таки доплыли. Оттуда уже добрались, значит, своим путем. Кто до Охотска дошел, а кто там через Камчатку пошел. Все-таки она немножко исследована уже та была. Вот, в принципе, вот так вот. А в 1790 году Охотску был присвоен герб. По зеленому полю на серебряном фоне бежит бабр с червленными глазами, несущий червленого соболя в зубах. Бабр в переводе с якутского «тигр» или «ягуар». Вот такой вот первый герб Охотска. А нижняя часть – это символ портового города на фоне синего моря. Охотск, поселок на берегу Охотского моря, очень хороший. Мы на 8-е сутки доехали до Охотска. Администрация района встретила, организовала. И наши экспедиции были не только те, кто перемещался на вездеходах «Бурлак», но и те, кто прилетели самолетом. Это представители нашего Дома дружбы народов Алексея Кулаковская и представители Арктического государственного института культуры и искусства. Вот. Провели профориентационную работу, выступили с концертными номерами. Сделали выставку изделий фирмы «Хотутент». Руководитель фирмы Алексей Спиридонович Махатыров очень хорошо и емко организовал свою выставку, ну и наладил хорошие контакты. Что-то сразу же приобрели, какие-то изделия, ну и какие-то моменты по подписанию контрактов прорабатывал. Да. Все, давайте, а то я сейчас вездеход у вас куплю. И палатку могу недорого отдать. Вот так. А потом легким движением руки, как ты снимаешь, да? Она шла, она постоянно, Ахатан как-то меняла свое устье. Вот у нас есть протока, Хайбас называется, это старое-старое древнее русло этой Ахаты. Вот она шла и впадала к Ухтой. Потом она меняла, там пробивала. И вот в 19 веке шла параллельно морю и впадали
в одно устье с Кухтуем. Почему там и сделали порт? Вот где сейчас РЗ, там порт был, там были верфи стояли, потому что полноводные были, реки полноводные были. А в этом месте, вот там стоял острог, там они строили суда свои, туда стаскивали это лес. Здесь они открыли, вот это место называется Кирпичный. Только это суда немножко дальше от Охотска будет второй распадок. А он называется Старокирпичинский распадок, это Старый Кирпичный. Там были обнаружены первые залежи глины, а потом вот здесь глину кирпичную. Там же не каждая глина подойдет. Ну, здесь добывали. Это добывали до начала 60-х годов. А потом и запасы глины истощились, но новых не нашли, этих запасов. Главное, это не стало мастеров. Потому что последний кирпич такая дрянь была. Они выпускали кирпич, и после него, значит, компания Шелихова, это русско-американская компания, они охотский кирпич возили туда, на Аляску. В Охотске много зданий построено с охотским кирпичом. Внутренние стены охотский кирпич везде, во всех зданиях. Сверху силикатной облицовка идет зданий, а внутренние стены все из охотского кирпича до сих пор. И все рисунки наших домов, где елочки, где серп и молот, где разные орнаменты, все сделано из охотского кирпича. Да. Позади меня находится глиняный карьер, который был создан по указу капитана-командора Витуса Беринга. Создан он был в середине 18 века. Данная продукция отправлялась на Камчатку, отправлялась на Сахалин и даже отправлялась в Америку. Вот эти вот знаменитые кирпичи с вензелями дуглавым орлом. Очень интересное название мест, где брали глину, где добывали эту глину. Да? Это, конечно же, Дунькин Пуп, это, конечно же, Голубичное урочище, это, конечно же, ручей Сладкий, так называемый, место Медвежья Лёжка. Здесь жили удивительные люди. Они жили, работали до 1986 года. До того периода, когда началась перестройка, когда в одночасье появилось такое слово, как «экономически нерентабельно». К сожалению, завод, как и люди, канули в лето, но мы надеемся, что все-таки данное место не будет забыто. Сейчас данное место входит в реестр памятников и исторической культуры. Ну и, конечно же, надеемся на то, что все-таки данное место будет жить и радовать охотчан своими дарами, ягодами, грибами, ну и, конечно, встречей с природой. Да, это первое промышленное предприятие. Вторые это были соливарни. Здесь стояли, на берегу стояли соливарни. Ну, во-первых, соль нужна была, она же консервант, а им нужно было запасы какие-то делать. Вот они здесь, вот оленину солили. По-другому как ты будешь ее сохранять в пути, а кормить-то экипаж надо. Не будешь с Якутска же таскать соль. Вот они здесь эту соль делали. Так что он такой толчок дал здесь до промышленного производства, конечно, экспедиция Беринга. Потом, значит, они здесь и для такелажа, вот эти вот канаты тонкие, здесь они вили. Здесь по его велению были еще смолокурни, которые готовили смолу для нужд порта. Витус Беринг хлопотал и об образовании охотских детей. Ходатайствовал о создании народной школы, которая была создана в 1832 году. Первый раз была в Охотске создана школа. Постепенно эта школа переросла в навигатскую школу, в которой обучались дети. У них была определенная форма, и выпускались они специалистами для судов, штурманами, баталерами. В последующие годы значение Охотска как колыбели Тихоокеанского флота немного стало
утрачиваться, потому что на передний план вышло освоение дальнейших территорий. Петропавловск-Камчатский перенял эстафету. Но Охотск продолжал развиваться, и в итоге самая основная промышленность уже, которая в начале века, это золотодобывающая, в середине 20 века с приходом советской власти развивалась рыбодобывающая и рыбообрабатывающая промышленность. Здесь начали развиваться сельское хозяйство. На территории Охотска были несколько колхозов, которые производили и картошку, и капусту, яйцо, и молоко. Все это обеспечивало полностью население района сельскохозяйственными продуктами. Было строительно-монтажное управление, кулинарное производство рыбопродукции. Но с переходом на капиталистические рельсы обанкротились многие предприятия, и рыбодобывающие, и судоремонтные, и сельскохозяйственные. И только в 2005-2007 года Охотску правительство стало уделять больше внимания, и поэтому так надеемся, что у Охотска еще будет будущее. Не люблю хвалить людей, но очень понравилось. Интересно было с вами ездить. Спасибо, что домой свозили, своих повидал, юбилей свой справил, там же продукты привезли мне много. Тоже очень благодарен. Вроде понахоженные олени. И все. Может, скоро подойдет уже, думаю, время куда-то оленей продать или что уже. Получается, не справляемся, да? Возраст не позволяет. А так, пока будем, пока потерпим, пока. Еще долго проживем, там видно будет. Все, пожалуй. Для меня всегда было интересно вот именно национальная политика Якутии, потому что она является одной из самых передовой и образцовой в стране. Это, возможно, судьбой начертано, что жизнь привела меня сюда, в Якутию. И благодаря тому, что я работаю вот в золотодобывающей компании Полиметалл, у меня очень много бывает командировок в Тампонский улус на Нежданинское месторождение. И так сложилось, что именно земля Тампонского района является землей моих предков. Там родились на берегу реки Тампо мои прадедушки, прабабушки. И вот тоже во время кочевий мой папа родился именно на территории Тампонского района. Я с удовольствием, когда мне предложили поехать работать в Якутию, я недолго думала, я сказала, да, интересно, я здесь не была, но мне интересно. И я уже нахожусь здесь 6-й год и нашла здесь, можно сказать, настоящих друзей. Недавно здесь я встретила свою любовь. Посмотрим, что из этого получится. Надо подводить итоги и благодарить наших партнеров, которые помогли, чтобы экспедиция наша состоялась. Наверное, надо благодарить Министерство по чрезвычайным ситуациям, Главное управление по Республике Саха-Якутия, начальнику генерал-майору Гарину Павлу Сергеевичу и госзаместителю Немцову Виталию Михайловичу, Русское географическое общество, Якутское отделение, правительству Республики Саха-Якутия, РИИЛ Тымян, Государственное собрание Республики Саха-Якутия, Постоянное представительство Республики Саха-Якутия по Дальнему Востоку, администрация Усмайский муниципальный район, администрация Охотского муниципального округа Хабаровского края, акционерное общество Комдрак Металл, Ленское объединенное речное пароходство, акционерное общество Политехника Дальний Восток и артель старателей Усмайского района «Поиск».
И в конце нашей передачи традиционный рассказ о буднях нашего надежного партнера Татавтодор. То федеральный солбут икки кайыскалах тахабы сиригер бир кайыската билетте, бир кайыската калыметте. Солбут категорията ден, төрдүс категория сиригер. Основной это бу бүгүнкү күнгө проблема бүттенти сол алжанар элбәте. Распутисага алжанар, круглогодично даганы сол алжаны элбәнти. Төрүтө ден болар гархан масына хырыта, хамай төрдө ден оннатар. Жигурдыгы тулахан тонналах масыналар, шахман ден масыналар, тükörдон тонналах. Кырылар элбәте, көмүс костаганлар, ыдаллар, золотардар эти, урда тагытыгар эти основном тулахан тонналах масыналар ыдаллар. Онтаганан бензин гысыгым тахатчы элбәте, 500 катта, автолыс катта эти элбәкыяганнах масыналар сырылар элбән. Собут улахандык алжаны тагыста ол. Ал курдук бу Татавтодор подрядная организация көрөр соолугар эми улахан быйыл алжаны таксан турар. Итинне оллаана допустимый массатынан көрдөккө улахан масына наливник бензовоз боллагана 4 тонна адлы. А так урудалары тахар масыналар 4 таттакка тонна адлы деген бараллар. Ити олох күттәне алжатааны соолу сылатан соолу хампуктан ник алжаныны тахар буттаратыты соол оңороонга проблема болар. Беги тарыктабет федеральный қалма солын 190 км-тан 365 км жерлі көріристер. Беги участок бүт оғына 175 км 200 метрі, онтан өттен бейін біріғана неремонт. Неремонттен 12 жыл ұстаты тоқда ремонт ұтылуғата участоктара. Сарық солдар 19-36 жылғы тие тоқта ремонт оқтырылар. Ол күрдік 2-2 жылдан неждайнысқа ден карьер үлетін күшке халата. Онна қостанар урда алдан корытыгарды бейс олбытынан барда калан ағар. Оны тағынан көмес қостур, урда қостур тәлітлерге көрючей қачер, налив, өтір системіне айнылылар. Итіне тағар масыналар сүрін, Қытай түйді өстақ масыналары тағалылар. Ите масына бәтін яны 500 тонны олар, оны тағынан 4 тонны таға сылынлар. Хотя көңіленер нормативный нагрузка түйді өстақ масынаға ұқсай масаты 4 тонны олар. Бағыланы таққа қаз биддегілен ағыр масына хүлбі тонна перегрузтаға ағыр. Весовой контроль ден бар, оны үлілеті ағырттыбыт, бұл ұй ортатығар. Білербі күрдігонны жон білелер, кейхә болда дағаны жон білелен бітті дағаны түйінлері, біті масыналар сырылары хен бір. Весовой контроль үлілеті кейхә төр тоқтаты дағаны весовой масыналар хырылары мелбән керен барар. Onun bulağına olağına ehil АПВК ден автоматизированный комплекс туруқтақ, сол турдағына вопрос масына ажатаған, солы ажатағанлары бұрари бағарылдай дегенді. Сонты хама сүрінер төрде ден болар әте лахан масыналар сырылары. Итіне чөйдік ачатық қанады, итіне ачатарғаттан бейхетті біттен емеулі барар. Мұннақ оңырағыт сұруқ бағатын еме сұғын бүппіт прокуратураға мен бербек кәләнде перевозчиктары кітірі. Сутка бейс олбытынан 200 тантақа грузовой, ағыз күрдікліковой масыналар ағалар. Бұл күстәқ сырыны солбыт, толбат, алжанар. Оны тағынан әте ұйрақан тағастағы масыналар дөббе тоғытойттан ағалар. Кара масына айыннергар олысы ұстық болар. Кара масына обардыргар, простой нарука, бұсталы оғадарға ұстықтар өскілдір. Бейі санабытығар бұл сол бұғылана тақсыватын онына айынырға әрейі көрсөттің тоғылар бұл тағағы күйіңі біремеға әбетер үрейінен тарға күшкілі қанады яны.